Вітаю в етері Суспільного програма «Тема Дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Сьогодні у кількох районах Криму в будинках кримських татар пройшли рейди окупаційної поліції. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». Як повідомляється, у окупантів є обхідний лист. І цього разу до нього потрапило 4 мешканців окупованого Криму. Всі вони кримські татари. Раніше такі рейди вже проводилися окупаційними адміністраціями. Станом на сьогодні Офіс Кримської солідарності отримав звернення близько 20 осіб. Багато з них говорять про те, що вони бачили список, згідно якого і діють оперативні співробітники окупаційних правоохоронних органів. Тож більш докладно про ці рейди ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Як відноситися до подібних рейдів? Тому що з одного боку ніяких звинувачень. Як повідомляють свідки, ті, хто приходять, вони говорили, що вони хочуть просто поговорити. От для чого ці розмови? Ну, я думаю, многие из нас, особенно люди старшего возраста, понимают, что это не что-то новое, а те традиции, которые еще применялись в советские времена. То есть, с одной стороны, они якобы мирно приходят и пытаются просто завести контакты с теми людьми, которые имеют отношение либо к крымской солидарности, либо к родственникам политзаключенных, либо, скажем, к друзьям или соседям. Поэтому таким образом они со своей стороны постоянно отслеживают, когда на момент, там, допустим, судов, во время судов люди приходят к зданию суда для того, чтобы поддержать политузников и их близких. Они фиксируют это на камеры. Далее они также фиксируют на камеры и тех людей, которые приходят, и тех соседей, которые приходят во время обысков. Соответственно, таким образом они пробивают и собирают информацию, потому что для них очень важно, откуда берется информация, как люди коммуницируют между собой, как люди взаимодействуют между собой и насколько происходит такая активность. Поэтому это так называемые оперативные действия для того, чтобы иметь определенную базу людей, в отношении которых или как бы они, скажем так, как социально небезопасные или неспокойные люди, или социально активные, даже было бы правильно так, люди, по которым они, соответственно, ведут свою оперативку. Поэтому в определенных людях они видят просто возможность заполучить, может быть, дополнительную информацию. Я не исключаю, что с определенных людей они, может быть, и ставят задачу наладить с ними контакты, чтобы, ну, скажем, стали сексотами. А по отношению к некоторым людям, конечно же, они ставят задачу, чтобы просто запугать, и эти люди не были активными. Поэтому в этом плане мы, конечно, должны быть готовы наши активисты в Крыму к тому, что оперативники не спят, а к тому, что оккупанты продолжают собирать базу данных. И доказательством тому является, помните, та ситуация, когда люди массово ехали в суд в Ростов-на-Дону, и у Керченского моста практически всех остановили. И причем очень, знаете, значит, это говорит о том, что была предварительная слежка за этими людьми. И, соответственно, оперативники четко знали, какую машину нужно останавливать, в автобусе в отношении кого нужно, скажем, кого снимать с автобуса. И, соответственно, это еще раз говорит, что нарушается международное право, и оккупанты лезут, они нарушают не только право на свободу слова, свободу мирных собраний, но и право на свободу, на право на личную жизнь. И об этом я в том числе выступал на последнем совещании, дополнительном совещании в ДИПЧО БСЕ, потому что оккупанты в том числе используют и прослушку, прослушивают, что говорят люди дома, прослушивают, что говорят люди в мечетях во время молитвы. И поэтому мы просто должны быть к этому готовы и со своей стороны, конечно, должны фиксировать эти случаи и понимать, что это делается неспроста, а просто оккупанты хотят держать под контролем всех социально активных граждан,
находящихся на оккупированной территории. Ну, от з того, що повідомляють активісти, вони говорять про те, що ніяких підстав не було. От, зокрема, в Кіровському районі окупанти приїхали до Азіза Карахалілова, і він говорить, що вони приїхали, вони показали йому посвідчення, приїхали на старій Ніві. В машині сиділи двоє, це я цитую. Спочатку вийшов один співробітник у штатському. Вони сказали, що в них завдання проїхатися по списку з профілактичною бесідою. І Азіз йому говорить, він повідомляє, я сказав, скільки можна нас турбувати, то із застереженнями, то поздно вночі питають, як справи. Вдома батьки, сім'я хвилюються. От те, що відбувається, от це роздратування, цей тиск, він же в тому числі спрямований на те, щоб спровокувати людей на щось. От на що вони хочуть спровокувати самих активістів і їх родини? Тому що насправді тиснуть не тільки на людей, але й на їх близьких і родичів. Конечно, конечно. Вот вы очень правильно заметили, что здесь это своего рода психологическая такая атака. И понятно, что когда приезжают и начинают пытаться там наладить контакты или пытаться, скажем, опрашивать или беседовать, хотя на самом деле в соответствии с законодательством даже российским, здесь вполне человек может отказаться беседовать с ними. И если даже вспоминать ситуацию со мной, то я уже находясь здесь, в Киеве, приходили в дом моих родителей. И была ситуация, когда моя пожилая мама просто их гнала веником из дома, потому что, по сути дела, у них не было никаких оснований, скажем, потому что не было приглашений на допрос или так далее. Поэтому в этом случае, конечно же, наша задача снова проводить такую информационную и правовое обучение для того, чтобы люди понимали и четко различали, что такое беседы, что такие так называемые встречи, когда приезжают, скажем, оперативники и так далее. То есть в этом случае, если человека приглашают на допрос, то, соответственно, должна быть повестка. И, соответственно, на основании повестки человек имеет право пригласить с собой адвоката и пойти на данный допрос, и в том числе воспользоваться статьей Конституции Российской Федерации, чтобы не давать каких-либо показаний ни против себя, ни против своих близких. Что касается вот таких бесед, они как раз-таки, возможно, и в первую очередь рассчитывают на то, чтобы, и мы же, опять же, почему я вначале стал говорить, что каждому человеку они подходят по-разному. И если к кому-то они приходят, приносят предостережение, то таким образом сразу дают посылы, что, ребята, вы не должны быть активными. То к кому-то они приходят, чтобы просто напугать, а к кому-то они приходят, чтобы наладить некие коммуникации. Поэтому вот здесь, и понятно, что ближайшие родственники, особенно пожилые, они начинают переживать, они начинают говорить, да может быть, ты оставь это в покое, потому что они начинают приходить к тебе, они беспокоят наши семьи и так далее. Поэтому здесь мы должны четко, скажем, информировать и, скажем, проводить это образование правовое, чтобы люди четко понимали, что когда их приглашают на допрос и когда с ними проводят некие беседы. И насколько правомочны те, скажем, попытки встречи и так называемых опросов, которые совершают так называемые оккупационные силовые структуры. И поэтому в данном случае просто люди даже могут отказать и сказать, что у нас сейчас нет времени, мы не хотим с вами общаться. И в принципе здесь в соответствии с законодательством нет никаких проблем в этом плане. Или если у вас есть вопросы, то вы можете прислать, или вы нас приглашаете на допрос, то будьте добры, присылайте нам повестку, и на основании повестки мы придем с адвокатом. Ну, пане Іскандере, ну от, наприклад, от підстави, під якими вони приходять, вони дійсно дуже різні. Повідомлення з Старого Криму до Ернеста Джелілова прийшли додому і хотіли опитати його щодо відносин з сусідами. Сказали, що є скарги на якісь крадіжки, тобто не він крадій, а щось от таке взагалі. Хотіли отримати домову книгу і взяти його номер телефону. А до Руслана Рустемова, теж в Старому Криму, який брав участь у одиночних пікетах,
пікетах в 17-му році. До нього прийшли співробітники поліції. Вони хотіли попередити його про шахрайство. Його дома не було, була мати, і вони почали тиснути на мати, та перелякалася, почала дзвонити йому. Тобто от всі ці речі, підстави завжди різні. Люди у штатському. От цей момент, от коли ми говоримо, ви говорите про те, що можливо ціллю є те, щоб змусити людей відмовитися, змусити родичів казати, що полиш все це. Але от питання, що полиш? Чи можливо, наприклад, чи може людина, кримський татарин в Криму, припинити бути активним і, от, наприклад, і до нього перестануть ходити? От чи є така можливість, от, чи дають окупанти іншу сторону, що, мовляв, будеш себе вести так, як нам подобається, будеш жити і будеш користуватися своїми правами, і ніяких питань. Адже, в принципі, люди, вони не є політичними лідерами. Вони не є, вони просто люди. І вони, в принципі, захищають таке людське. Вони приходять на суди, побути, постояти, мовчки постояти, підтримати своїх. Вони нічого такого не роблять. Ну, умовно, це не Навальний, розумієте, який очолює якийсь рух. Це просто люди. От цей момент... А що натомість? От що вони хочуть добитися від цих людей? Чи є взагалі можливість для кримських татар в Криму якось бути поза межами уваги окупаційних співробітників? Ну, смотрите, опять же, оккупационная власть, она ничем не отличается от советской ГБшной системы. И ведь еще даже в советские времена однозначно КГБшники пытались, я просто вспоминаю историю, опять же, или опыт национального движения, да, крымских татар, когда вот именно тех людей, которые активно ходили на собрания, соответственно, к ним пытались как бы либо причесаться, либо за ними наблюдали, либо за ними следили. Поэтому вот сегодня то же самое продолжается в Крыму, потому что для оккупационной власти чем меньше активистов, тем лучше. Чем меньше активных действий, каких-либо собраний или каких-либо публичных ненасильственных действий, тем для них тоже лучше. И поэтому, соответственно, конечно же, они пытаются проводить так называемые превентивные меры. А с другой стороны, мы должны понимать, что когда люди социально активны, то, соответственно, с этими людьми, во-первых, этих людей боятся, и с этими людьми они будут пытаться работать. С другой стороны, мы должны понимать, что оккупационная машина, оккупационный каток, он будет в любом случае пытаться задавливать наших активистов и просто наших граждан. И таким образом будут искаться любые другие предлоги, будут оказываться другое давление. И поэтому, когда люди активны, люди друг другу помогают и люди друг друга поддерживают, тогда действительно этот каток может разломаться, он дает трещину. И опять же ситуация с Советским Союзом является хорошим и живым примером, свидетелями которого многие из нас являлись. И поэтому наша задача, еще раз повторюсь, самое главное, чтобы люди, зная свои права, даже в рамках российского законодательства, они должны, уже не говорю про международное право, могут и грамотно, когда реагируют на те или иные действия оккупационных силовиков, таким образом они оказывают более четкое сопротивление. Я еще раз хочу вспомнить другой случай, когда во время обыска, это были первые такие обыски, у меня в доме те следователи, которые проводили обыск, увидели у меня выдержки из Российской Конституции и выдержки, что должен делать, что необходимо делать при тех или иных случаях, то, соответственно, они стали по-другому действовать. Они стали задавать вопрос, а что вы правозащитник, что вы... То есть они видят, ведь они тоже люди, и они действуют, так сказать, в рамках того законодательства, в рамках которого, именем которого они прикрываются. И они действительно с именем Российской Федерации выносят решения судей, выносят приговоры. Именем Российской Федерации они приходят и проводят обыски. С именем Российской Федерации они действуют в тех или иных мерах. Те или иные репрессивные действия осуществляют. И поэтому, когда
люди четко показывают или демонстрируют свою грамотность, таким образом они все равно начинают ломать этих людей, а эти люди являются гайками и болтами той, скажем, репрессивной машины оккупационной власти, которая издевается над нашими гражданами. Ну, от, щодо причин, ми бачили, як люди піддавалися тиску за звільненню, наприклад, за те, що розмовляли на роботі кримськотатарською мовою. Тобто утиски йдуть постійно, вони можуть бути будь-коли. Хапали молодих людей і вивозили їх в ліс тільки тому, що вони можуть когось знати, чи є чиїмось родичем. В принципі, оцей момент тиску йому може піддаватися кожен. Але є ж і цікаві моменти, наприклад, ну такі, якщо вже говорити конкретно політичні моменти, от, до прикладу, до Зекія Куламетова. До нього прийшли, він активіст, він був в пікеті в Москві під Верховним судом щодо якраз пікет на захист кримських татар, яких засуджують на 20, на 30 років, на 20 років. Тобто оці ці справи Хізбут Тахрір. Він був там, і до нього прийшли і сказали впряму, представилися, дали посвідчення і сказали, що вони співробітники поліції, що вони по політичною статтею, вони звернулися до родичів, до зятя і сказали, що він за політичною статтею і він активна людина, ми хотіли би його попередити. От тут момент, ну, були люди в Москві, ну, виступили вони з одиночними пікетами, ну, вони були засуджені до адміністративних штрафів, вони їх сплатили. Про що говорити? От ці моменти в Російській Федерації, навіть в Російській Федерації, неможливо 2 рази карати за одне те саме. От, пане Іскандере, я про те, що все, про що ви говорите, про консолідацію, про правову допомогу, правову обізнаність, все це потребує роботи адвокатів, причому системної. Це просто купа людей, які мають займатися виключно захистом тисяч кримських татар, які знаходяться в Криму, які є потенційними жертвами. Як налагодити роботу такої системи? Тому що ми знаємо, що перманентно Україна допомагає тим чи іншим політичним бранцям, але тут ще не про політичних бранців. Тобто людина сидить вдома, до неї приїхали, вона має викликати адвоката. От щодо цієї служби правової допомоги в окупованому Криму, як Україна могла би її забезпечити? І чи взагалі це можливо? Но я бы этот вопрос разделил бы на несколько, скажем, составляющих. Первая составляющая. Действительно, вы сказали, что очень важную роль в этом случае играют адвокаты. И я хочу действительно выразить благодарность тем адвокатам, которые сегодня, когда к ним обращаются, выезжают за несколько десятков километров, а то и бывает и сотен, и оказываются на месте там обыска и так далее, или подключаются к этому процессу. Это очень важно. С другой стороны, роль правозащитников, когда правозащитники своевременно начинают реагировать и во всяком случае хотя бы в информационном пространстве начинают информировать все международное сообщество для того, чтобы была своевременная реакция различных компетентных органов, таких как там, Министерство иностранных дел Украины, депутатов там, разных уровней, депутатов Европейского парламента и так далее. Это тоже очень важно, потому что это является сдерживающим фактором. Третье, это, конечно же, в любом случае правовое образование, потому что люди должны понимать, что хотя бы на том первичном этапе, что им необходимо предпринимать. То есть воспользоваться той же статьей Конституции, воспользоваться, скажем, определенными действиями для того, чтобы оккупанты не применили по отношению к ним там, физическое воздействие или, соответственно, не смогли воспользоваться случаем, когда люди без адвокатов, скажем, из-за своей простоты, я бы даже так бы сказал бы, могли бы дать или дать показания даже против себя или своих близких. Поэтому это третий важный фактор. Теперь, что касается вообще помощи, то, конечно же, мы как раз-таки и инициировали на той неделе кампанию «Депутаты допоможи бранцам Кремля». Когда мы говорим о кампании «Крестный отец» или «Аталых», и мы говорим о том, что мы часто обращались именно к депутатам и политикам европейским, политикам американским, но здесь, когда мы начали анализировать, что и не совсем активны депутаты Верховной Рады Украины,
И поэтому мы призвали к тому, чтобы депутаты Верховной Рады Украины брали под политическое шефство того или иного бранца Кремля. Я вам Пане скажу Іскандере, так. знайшлись бажаючі? На самом деле процесс пошел, появляются коммуникации, некоторые депутаты начинают писать нам и, допустим, пытаются уточнить, да, просят, чтобы мы им отправили список дополнительно. Хотя мы каждому депутату, за исключением ОПЗЖ, потому что мы помним о тех случаях, которые они проводили, мы практически депутатам, мажоритарщикам и депутатам всех фракций направили письма с призывом и, опять же, со списком политзаключенных, с краткой информацией. Некоторые депутаты к нам обратились, попросили, чтобы мы им снова прислали такую информацию. Некоторые депутаты нам сообщили, что их помощники будут связываться с нами. Мы надеемся, что уже 21 числа, когда мы будем снова презентовать, мы ни в коей мере не противопоставляем депутатам, а мы именно хотим помочь депутатам проявить, скажем, инициативу в этом вопросе. И мы готовы предоставлять дополнительную информацию. И, конечно же, мы надеемся, что это будет способствовать тому, что на уровне законотворческой деятельности депутаты смогут принять все необходимые законы, с помощью которых мы сможем оказывать поддержку, Украина сможет оказывать поддержку нашим бранцам Кремля, их семьям, их ближайшим родственникам, и, соответственно, таким же образом и способствовать поддержке правовой через адвокатов и правозащитников. Поэтому я думаю, что вот данной кампанией, а мы это сопровождаем и визуальным рядом, наверное, в социальных сетях видят это все и в Твиттере. И также мы благодарны вам, журналистам, что вы подхватываете и помогаете нам в этом направлении, потому что когда все общество будет активно, вернее, все сектора будут активно работать в этом направлении, то и украинское общество будет требовать, то есть избиратели будут просить своих же депутатов, кого они избирали, чтобы депутаты обращали внимание на наших соотечественников, которые находятся в худшей ситуации, чем ті люди, які проживають на материковій частині України. Ну, безумовно, особиста залученість, вона все ж таки дає повнішу картину. Є ще одне повідомлення з Криму. Це 11 років колонії суворого режиму вимагає прокурор для кримчанина Олега Приходька. Олега Приходька, він був заарештований 9 жовтня 2019 року. Йому закидають підготовку до терактів в Саках та Львові, а також незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин. От, пане Іскандере, от я розумію, що могли прийти оперативники і якось вони знайшли вибухівку. Адвокат Олега Приходька Назім Шехмамбетов, він говорить про те, що її підкинули. Окупаційні силовики це заперечують. Добре, ну зрозуміло. Але 11 років передбачають, що людину мали би взяти на гарячому. Тобто однієї вибухівки мало. Говорити про те, що людина хотіла, спланувала щось зірвати в Саках, а не піти і глушити рибу там у сусідньому ставку, ну це якесь божевілля. От поясніть, як це зрозуміти? Що коли вони хапають українського громадянина, вони інкримінують найтяжчі злочини, як бажання там, наприклад, захопити владу в Російській Федерації, або тут щось зірвати у Львові. І за це от такі шалені строки. Що це за явище таке? Ну, во-первых, то, что касается Приходько, то мы с вами четко знаем, что Приходько никогда не скрывал своей проукраинской позиции, и он показывает или демонстрирует как оккупантам, так и украинским гражданам, что он является патриотом. Так. Что касается именно действий, связанных именно с боеприпасами, там, террористическими актами и так далее, то мы видим все те тенденции, что российская власть не только пытается обвинить наших граждан именно в терроризме, в терроре или там хранении оружия, но причем не доказав ничего, но и переводит статьи, часто даже части статей из менее жестких к более жестким. Мы говорили это во время наших отчетов, когда мы говорили отчеты за нарушение прав человека.
Кроме того, мы также говорили в рамках Крымского дискуссионного клуба, что Российская Федерация пытается усилить или ужесточить свое законодательство для того, чтобы усилить репрессивные действия в отношении крымчан. И мы видим эти тенденции. И поэтому Приходько как раз-таки является на данный момент живым примером, когда оккупанты за проукраинскую позицию пытаются повесить максимальные сроки, чтобы уже данному пожилому человеку, но вы представляете, что значит 11 лет тюрьмы. И поэтому вот здесь речь идет о том, что оккупанты не останавливаются, а они изыскивают и пытаются легитимизировать свое жесткое отношение, свои репрессивные действия в отношении наших граждан, которые имеют свободное мышление, свободную позицию. Дякую, пане Ескандере. З нами був Ескандер Баріїв, член Меджлісу Кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. А я перед тим, як закінчити цю програму, хочу прочитати ще одне повідомлення. Сьогодні, 19 грудня, посли Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії через анексію Криму ще на півроку. І це висновок, який світ робить щодо всіх намагань Росії зробити вигляд, що вона не окупувала Крим, а ті, кого вона там переслідує, на кого вона тисне, що вони є терористами, екстремістами, якимись неблагонадійними людьми. Насправді ніхто не вірить Росії, світ не вірить Росії, ми не віримо Росії, мається на увазі Україна. Тож я вас закликаю отримувати інформацію з надійних джерел, дивитися «Суспільне Крим», читати нашу сторіночку у Фейсбуці, підписуватися на неї, коментувати і залишати свої міркування щодо тих подій, які ми обговорюємо в нашому ефірі. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. На все добре, друзі.